Программа новости в студии Матлиба Раджапа. Добрый вечер. Сегодня премьер-министр страны Кохи Расулзада в городе Гисар ознакомился с ходом работ по созиданию и благоустройству, которые развернуты в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также со сферы сельского хозяйства, в частности с ходом повторного сева. В городе Гисар премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзада открыл современную радиолокационную установку с доплером для противоградовой службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан и ремонта вспомогательного сооружения. Радиолокационная установка является важным объектом в системе прогнозирования и предотвращения опасных метеорологических факторов и предназначена для защиты полей, садов, виноградников от выпадения града. Установка обладает широким спектром возможностей, обеспечивает необходимый дистанционный контроль на площади 250 километров и мгновенно принимает и передает данные. Наряду с этим она определяет количество скопления снега, льда, а также размер, форму, тип облаков, последовательность и тип осадков, наличие града и степень его разнообразия. С ее помощью можно определить интенсивность осадков, на основании которых специалисты отрасли смогут спрогнозировать фактическое местонахождение селей, оползней, града и сильных ветров. Напомню, что установка была закуплена при поддержке правительства Республики Таджикистан в рамках реализации национального проекта по управлению рисками стихийных бедствий, финансируемого Азиатским банком развития. Затем было сдано в эксплуатацию здание отделения госавтоинспекции отдела МВД по городу Гисар, а также отдел регистрации и экспертизы и Центр технического осмотра автотранспортных средств. Также в этот день премьер-министр страны Кохи Расулзада ввел в эксплуатацию мукомольный завод в Гисаре и ознакомился с ходом благоустройства. Затем премьер-министр страны ознакомился с процессом рационального и целевого использования земель и деятельностью коллектива общества с ограниченной ответственностью Ситап Агро и дихканского хозяйства Игбол-С. Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество сделать все, чтобы к середине 2022 года 60% жителей всех без исключения стран были привиты от коронавируса. Специалисты этой организации напомнили, что через механизм распределения вакцин COVAX прошло 90 миллионов доз препаратов. Всего в мире распространено около 3 миллиардов доз. В заявлении Всемирной организации здравоохранения рекомендуется всем странам принять необходимые меры, чтобы к сентябрю 2021 года прививку от COVID-19 получило по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю уже 40%, а к середине 2022 года 60% населения. Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов COVID-19 требуется усиление глобальной солидарности. В организации сообщили, что для достижения этой цели за 4 месяца вакцинацию должны пройти еще 250 миллионов человек. Напомним, что кампания по иммунизации от коронавируса в Таджикистане продолжается. На сегодня от коронавируса COVID-19 вакцинировано около 500 тысяч человек. Второй компонент вакцины получили более 20 тысяч граждан. Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан, вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Людям, которые не вакцинированы против коронавируса, следует проконсультироваться с семейным врачом или в местном медицинском учреждении. Вакцина предоставляется гражданам страны бесплатно. Реализация проекта по модернизации Нурекский ГЭС позволит увеличить производственную мощность гидростанции с 3000 до 3300 мегаватт. Таким образом, после полной модернизации этого гидроэлектростанционного объекта его мощность увеличится на 80%. Таджикистан обладает громадными гидроэнергетическими ресурсами и является одним из крупнейших в мире производителей зеленой энергии. В период независимости страны для решения проблем в сфере энергетики и ее развития осуществлены 34 государственных инвестиционных проекта на сумму 57,2 миллиарда сомони. В настоящее время в этом направлении реализуется еще 17 государственных инвестиционных проектов на сумму 16,4 миллиарда сомони. В этот период было введено более 2000 мегаватт
новых мощностей, а объем производства электроэнергии с 17 миллиардов киловатт-часов в 1991 году достиг 21 миллиарда киловатт-часов в 2019 году. В настоящее время на общую сумму 11,3 миллиарда сомони продолжаются работы по реконструкции гидроэлектростанции Нурек, Сарбанд, Кайраком и в рамках проекта КАСА-1000 500-киловольтные линии электропередачи и подстанции. Также строятся новые гидроэлектростанции. Реализация проекта по модернизации Нурекской ГЭС позволит увеличить производственную мощность гидростанции с 3 до 3,3 тысячи мегаватт. Таким образом, после полной модернизации ГЭС ее мощность увеличится на 10%. В текущем году гидроэлектростанция Сарбан будет полностью обновлена на сумму более 1,5 миллиарда сомони и будет сдана в эксплуатацию мощностью 270 мегаватт, то есть на 110 мегаватт больше сегодняшних своих возможностей. В этом году также начнется строительство 500-киловольтной линии электропередачи от Рагунской гидроэлектростанции до конвертерной подстанции Санктуда, что увеличит возможности экспорта электричества. С целью сокращения потери электроэнергии и внедрения современной системы ее учета также начнутся работы по обновлению в городах Душанбе, Бухтар, Куляб, Пинжикент, Истаравшан, Исфара, Канибадам, Бустон и в Дангаринском районе на сумму 2,4 миллиарда сомони. Несмотря на это, в направлении постоянного и устойчивого обеспечения электроэнергии существует ряд важных задач, требующих решения, к которым относятся эффективное и экономное ее использование. Министерство энергетики и водных ресурсов принимает практические меры относительно решения проблем сферы, особенно по учету производства и потребления энергии, сокращению потерь, использованию энергосберегающего электрического оборудования. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.